Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодня. Я впервые в такой печальной ситуации, которая сложилась на день сегодняшний. Столько больных у нас еще не было, чтобы одновременно и с такими сложными заболеваниями. Это Линда, Барри, Злата, Маруся, щенки, Тиша, Таша. Я только успеваю платить за чеки из клиник, и наступает отчаяние и страх, что не хватит оплатить все клиники, все лекарства. Друзья, вся надежда на вас. Мои друзья, кто следит за судьбой спасенных от гибели. Прошу, очень прошу вашей помощи и благодарю, конечно же, кто отзывается. Помогайте нам, пожалуйста. Без вас нам не справиться. Что, Багирушка, с приездом тебя. Багирушка, с приездом тебя. С приездом. Все за тебя очень переживали. Наконец-то ты приехала. Черная наша Багира, которая на помоечке искала еду. И ничего там не находила. Все, с приездом тебе, дорогая наша девчушка. Ой, какая Багира добрая. Валяется по снегу. Ай, ты моя хорошка. Ой, ты какая хорошка. Ай, ты моя хорошая какая. Вот эта девчонка, вот эту ты девчонка. Ой, ты же бархатная Багира. Багира. Багирушка. Ой, какие жопки у тебя молодые. Ой, ты моя хорошая. Ты хорошая. Вот эта девочка. Вот эта девочка. Ой, какая девчонка. Ой, какая девчонка. Да ты, оказывается, чудо. Ты чудо с помойки. Молодец, ты еще и знаешь, как поводок обойти. Ой, какая красавица. Камила. Больше 2 недель наши волонтеры искали ее по городу Якутску. С трудом, но нашли. Думали, что уже пропала, погибла. Хорошо, что нашли. И вот с первым же самолетом Камила прилетела в Москву 19 марта. Видимо, много горя испытала девчушка от людей. Она немного пуглива, видно по ее глазкам. Хрупкая, небольшая собачуля, скромная и очень умненькая. Она небольшого роста, чуть меньше колена.
Все, малышка едет в клинику, больницу на операцию, на рентген, на обследование. Боже, боже, какая ручная. Она маленькая, меньше колена вообще. И как лапочка висит. Ой-ой-ой, как плеть висит. Как плеть висит. Все. Ой, какая она миниатюрненькая, хорошенькая. Она коричневая, что ли? Нет, черная, это она сейчас линейка. Да? Прям вот оттеночек, как будто бы малышенька, ты моя девочка. Ну что, ты не переживай. А хвостиком виляет как? Хвостиком виляет. Сейчас поедем. Все, малышенька. Едем в больничку, едем. Сегодня мы повезли Камилу в одну из клиник на рентген и в другую клинику на осмотр хирургов. Весь день мы пробыли у врачей и по клиникам. Вердикт врачей – двойной перелом. Конечно же, операция. И чем быстрее, тем лучше. Друзья, поддержите нас, пожалуйста. Предстоит срочная операция на ножке Камилы. Нам надо оплатить операцию и хоть несколько дней стационара, чтобы была под наблюдением врача. Друзья, нам нужна помощь москвичей. Помощь нужна в качестве передержки для подростков. Месяц назад мы рассказывали вам, как под домом замерзает мамка с 3 щенками. Волонтеры, как вы помните, чудом спасли тогда 2 щенков, но выжил в итоге только 1. Передержать уговорили одну женщину, но она сама там временно живет и на этой неделе уезжает к детям в другой город. Одевать его больше там некуда. Никто и тогда не вызвался передержать, а сейчас тем более никто не берет. Или снова улица, или мы привезли бы в Москву, но опять проблема, здесь нет для него передержки. И снова я обращаюсь к москвичам. Пожалуйста, возьмите этого ребенка на временную передержку. Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь. Кого-то уже отправили в подъезд, например, таксёныш, полутакс. Его когда-то девушка спасла лютой
зимой в мороз в Новый год. Сейчас она переезжает в другой город, и поэтому она отправила его в подъезд. Просто в подъезд. Друзья, а еще есть вот такой чихуашка. Чихуашка этот, он возрастной. От него отказалась семья. Прожив много лет с ними, сдали его в ППЖ. Может, кто-нибудь возьмет его на доживание? Весит-то он всего 4 килограмма. Кого-то уже выкинули, бывшего домашнего, черного песика, который недавно ходил с хозяйкой на поводке. И вот он уже один, скитается по городу в поисках куска хлеба. Сейчас есть возможность привезти в Москву. Такая возможность тоже бывает не всегда. Но нет в Москве передержки, нет человека, который бы взял передержать хотя бы на месяц, на полтора. Пожалуйста, люди, откликнитесь, напишите нам. Может быть, кто-то имеет такую возможность передержать. Привезем вам с самолета хотя бы 1-1,5 месяца, максимум 2 месяца. Нам очень нужна ваша помощь.